Пора. Прощай. Меня больше здесь не ждут. Оставлю тебе недопитый чай и 5 непростых минут. В окно не посмотришь, опять дела. Часов не услышишь бой. Ты даже не понял, что я могла остаться сейчас с тобой. Спасибо большое. И котенок там понятно по тексту, когда смотреть, так читать. Сейчас передаю эстафетный шарфик, вернее, передает Настя, а я просто это фиксирую. Уже неоднократная участница наших эстафет Анны Чалышевой. Вот просто напомню одно четверостишье, когда он не хочет читать, вот, чтобы понять, что это за девочка, что она такая непростая, в общем-то, да? Она как-то написала, она написала: «Пусть люблю я не тех и редко, но любовь моя глубока, и останется на салфетке след от губ моих на века». Анна Чалышева. Здравствуйте. Я не знаю, отличается ли чем-то моя поэзия от других, поэтому я буду просто читать. Блюз. За окном догорает полночный блюз. В синем небе одна звезда. Если я вдруг случайно в тебя влюблюсь, объясни, что мне делать тогда? В этот год Прометей не принес огня. Люди строят дома из льда. Если ты вдруг откажешься от меня, объясни, что мне делать тогда? Будет звонким в замке поворот ключа, я приду по твоим следам. Если я вдруг начну по тебе скучать, объясни, что мне делать тогда? Ничего не боюсь, ничего не жду, не стремлюсь уже никуда. Если я без тебя вдруг с ума сойду, объясни, что мне делать тогда? За окном все пытаются просто жить, не вникать, не считать года. Если ты вдруг не знаешь, как с этим быть, я скажу, что нам делать тогда. В чьей-нибудь сказке или в чьем-нибудь сне, звенящих стихах, сочиненных бесстрашным мальчишкой. Что знает, как больно и сладостно жить по весне, когда ты влюблен, а не просто читаешь по книжке. Мы сбудемся в чьих-нибудь замыслах, в чьем-то бреду, в невинном письме, сочиненном забавной девчонкой. Что знает опасность прогулок по тонкому льду, когда ты душа, а не тусклая запись на пленке. Мы сбудемся в чьих-то идеях или в чьих-то мечтах, в красивой картине, написанной странным мужчиной. Что знает о боли, способной таиться в словах, когда ты живешь, а не просто явился с повинной. Мы сбудемся в чем-то когда-нибудь, в чем-то нигде, в мелодии сфер, сочиненной задумчивым Богом, что знает, как просто ступить и пройтись по воде, когда ты взлетел, а не просто ушел ненадолго. Медводишме Лыдя Вуджудамяс Аслам Радитана Кубрала. Сейчас сначала переводы, мои переводы моих любимых русских поэтов с помощью Андрея. Я буду читать за русских поэтов. Анатолий Ларионов. Не грусти ты, моя кореглазая, опоздал я на все поезда, и не муторно мне, и не радостно, просто я не спешу никуда. Не грусти ты, моя кореглазая, выпал снег, и опять ни следа, просто сказано все, пересказано, водка выпита, жизнь прожита. Сетарщиня занылый, энгаштенчи, тылань поезд из оти эсколь, морс гыбыче щеломай лантачис, мунам юлыш озваж мозиздоль, сетарщиня занылый, энгаштема, тыл зевтала, вон бърше, вон, стався шома, горзама, вашкама, стався юама, олама, пом. Андрей Попов. Вновь наступит весна, возвращая надежды приметам, но студентка, красивая, в библиотеку войдет, книгу выберет, сборник совсем неизвестных поэтов, никому неизвестных в тот очень 2000 год, терпеливо и бережно перелистает страницы многолетних раздумий и опытов. Краткий итог по счастливой случайности. В сборнике том сохранится мое лучшее стихотворение, несколько строк, и она их прочтет. Не поймет невеселый мой юмор, но она улыбнется. На улице будет весна,
и подумает: бедный, когда, интересно, он умер. И какая была у него, интересно, жена. Баратуласы смеялы эсканданадия воштас, библиотека пыра студентка мича никтом, нинам вычиг мозг буракученка небектор боштас, тетта мовьяса небектор, бырьяли медводжатом, прысткат коллялык моз помщань помочи слисталас лыдяс. Гашка пысачлась кычыка шинмыс, агашка и оз, и отменам чешкыл бурай вещкалас языдам лыдас, менам медлащит кыл бурай, рифма некомын гоз. Нылыд лыдяс, озгыгырва мыща машог мена суис, сещанем мунас, толысыз ывлас, отпьяла свеж, самын мыл пыштас сгущеник, кор барай конерай кулыс, и гытрыс кынджи, нышта кодыска радитлысыз. Это вольный перевод. Я несколько раз даже всплакнула, я думаю, что это, наверное, уже старость. Но я считаю, что те люди, которые сегодня выступали, это даже не искорки, это вообще, я считаю, что вот ангелы, которые, грубо скажу, выворачивают свою душу для нас. Те, которые не пишут стихи, этого не умеют. И никогда это не сумеют. Вот сейчас только что девочки спрашивали, а вы нам у Нины Обрезковой, как это получаются стихи? Они сказали: я откуда знаю? Вот получаются они так. Поэтому сегодня здесь, возле этого микрофона, в этот микрофон говорили счастливые люди, которые разговаривают с Богом, и Бог с ними разговаривает. Одна из них, конечно же, наша любимая Анжелика Геннадьевна. Там Диана Григорьевна где-нибудь есть? Поэзия и любовь – это явление таланта, говорил русский писатель Михаил Пришвин. Любви вам всем и стихов. Большое спасибо всем, кто участвовал, всем поэтам, всем слушателям. Слово для закрытия эстафеты 2013 предоставляется хозяйке этого уютного зала, этого прекрасного музея, уникального музея в России, директору Диане Григорьевне Холоповой. Очень жаль, что такой замечательный день, вечер подошли к концу. Мы от всей души благодарны, наверное, вместе с читателями, нашим замечательным, дорогим поэтам за этот счастливый, за этот чудесный день. Я думаю, многие читатели, любители поэзии впервые, возможно, пришли в литературный музей. Мы вам тоже очень благодарны. Вы не забудете, что здесь, в этом музее, проходят такие дни. И еще по коме хочу сказать, мед олас пыр миян чужан муллым, тачан мича кылбураламыз, медемсее некор озбыр. Всем удачи, счастья и для новых встреч. Спасибо. Дорогие друзья, до встречи на поэтической эстафете 2014 в 2014 году в марте. Обращайтесь, кто хочет, записывайтесь. Спасибо всем. Адишнутая чистоводца.